Здравствуйте, это Рубин-Арена, в студии Искандер Гималдинов. Начало недели стало по-настоящему ярким и теплым, несмотря на дождливую погоду. Ведь у нашей любимой команды «Рубин» 20 апреля был день рождения. В честь праздника мы подготовили для вас большое интервью с президентом футбольного клуба «Рубин» Сафиуллиным Маратом Адиповичем, который рассказал, как трансформировался клуб с его приходом. Зимой Рубин сменил главного тренера и пригласил на этот пост испанца Франко Артиго. Расскажите, как пришли к этой кандидатуре? Ну, вы знаете, это очень сложный вопрос, и всегда смена тренера, он достаточно такой болезненный и принимается очень тяжело. Могу сказать, что, к сожалению, осенью у нас был в игре нашей команды определенный спад. Мы в 7 матчах забили только 1 гол. Хотя турнир начали очень хорошо. В первых 3 матчах мы одержали 2 победы и была 1 ничья. Но, к сожалению, вот тот старт, который мы начали, он вот в конце осени превратился в вот такую, к сожалению, такую слабую достаточно игру нашей команды. И нам нужен был тренер, который с имеющимися в распоряжении команды ресурсами мог бы качественно улучшить результат и более агрессивно и более ярко, динамично играть в атакующий футбол. В принципе, вот насколько важный фактор в кандидатуре Франко, это то, что он тренировал молодежку, золотую молодежку Барселоны. Да, безусловно, он 11 лет провел в футбольной академии, наверное, одного из самых знаменитых клубов мира, Барселоны. И его идеология связана с идеологией Гвардиолы. Они вместе пересекались. Гвардиола в тот период был главным тренером футбольной команды Барселона. Ну и вот та идеология, те воспитанники, которые прошли через его академию, это в первую очередь Ямаль, наверное, все слышали, да? И Дани Ольмо, это звезды сегодня мирового футбола. Это тоже было одним из основных наших приоритетов по принятию соответствующего решения. Какие задачи стоят перед новым главным тренером и спортивным блоком команды? Ну, вы знаете, все-таки «Рубин» – это клуб с серьезной футбольной традицией. Вы прекрасно знаете, что мы дважды были чемпионами России, были обладателями кубка, суперкубка. И позиция вот такого твердого середняка в турнирной таблице нас, конечно, не очень устраивает. Поэтому мы стремимся занимать места как можно выше. Цель у нас одна, значит, занимать высокие места в турнирной таблице, популяризировать футбол, показывать яркую зрелищную игру. Тем самым привлечь нашего болельщика на трибуны, пользуясь возможностью, о котором хочу сказать большое спасибо за поддержку нашей команды. Перейдем тогда к другому блоку. Это насчет базы, это насчет юниорок, академии. В принципе, вот мы видим, недавно были открыты тренировки, видели огромные изменения на базе. Первое – это манеж, второе – это женский корпус. И, в принципе, готовится уже современное здание для основной команды. Как оцените эти изменения? Да, мы очень серьезно занимаемся инфраструктурой клуба, потому что современный футбол требует очень серьезного уровня подготовки, требует хорошего медицинского центра, функционального центра, центра тренировок. И поэтому, вот, пользуясь возможностью, хочу сказать в первую очередь спасибо Раису Республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу Миниханову за поддержку нашей инициативы создать новый, хороший футбольный клуб с прекрасной инфраструктурой. И поэтому сегодня мы уже построили манеж, который решил главную проблему, крытый футбольный манеж. Мы можем тренироваться в течение всего года. И наша академия, основная команда, может, если будут не очень хорошие условия, погодные условия, заниматься в манеже. Мы построили женское общежитие, которое позволяет параллельно развивать и женский футбол, который становится в России очень популярным. Ну и в этом году планируем сдать универсальный спортивный комплекс, который будет самым современным для подготовки профессиональных футболистов с хорошим медцентром, функциональным центром, центром для физподготовки, реабилитационным центром
Значит, надеюсь, что в этом году у нас все получится, и мы все сделаем. Благодаря вашей работе у клуба теперь будет современный футбольный центр. Насколько вы довольны тем, как эта работа проходит и реализуется? Но вы знаете, наверное, каждый, тот, кто хочет достичь успеха, считает, в какой-то степени должен быть перфекционистом. Всегда ты чем-то не удовлетворен. Кажется, что ты тут что-то не доделал, что нужно сделать больше вот тут. Но думаю, что мы все-таки определили для себя четкую линию, определили дорожную карту. Мы строим национальную идею футбола в республике. Мы хотим, чтобы Рубин это был вершиной некого айсберга, который своими спортивными результатами говорит о том, что мы умеем и любим футбол. Мы умеем играть в футбол и любим этот футбол. И поэтому считаю, что мы не только вышли из первой лиги в премьер-лигу, мы там заставляем себя считаться все топ-клубы. Значит, в Казань, могу сказать, всегда едут с опаской, зная, что здесь их могут обыграть. Мы хотим, чтобы мальчишки и девчонки в нашей республике играли в реальный футбол на футбольном поле, а не в гаджетах, сидя на стуле, на кресле, на диване, тем самым понимая, что здоровый футбол на футбольном поле – это здоровье и будущее нашей республики, будущее наших детей. Ну а как вершина, если ты хочешь стать профессиональным футболистом, тебя всегда двери футбольного клуба для тебя открыты. Рубин проводит большую работу по взаимодействию с болельщиками, и это дает плоды. Посещаемость заметно растет. Те же 12-й игрок и Буинское землячество, которые активно поддерживают клуб и на выездах, и создают огромное количество контента. Как вы оцените происходящее в данном направлении? Ну, вы знаете, для нас это главный вопрос. Работа с болельщиками – это вопрос номер один. Наверное, в каждом клубе, но особенно у нас в Рубине. Мы считаем, что своей игрой, своим отношением к профессиональному футболу мы достаточно хорошо работаем с аудиторией наших болельщиков. Могу сказать, что мы достигли очень серьезных результатов в этом году. У нас средняя посещаемость составила около 14 тысяч болельщиков на матче Рубина. По сравнению с прошлым сезоном, когда у нас было 9, это превышение 5 тысяч человек. И это самый лучший прогресс в этом году среди всех команд премьер-лиги. Мы хотим, чтобы каждый матч Рубина это был особым событием в городе. Мы приглашаем артистов, мы приглашаем болельщиков, чтобы каждый матч стал событием, чтобы каждый житель республики знал, что сегодня проходит матч, болел за Рубин, ну и переживал и радовался нашим победам, ну и, конечно же, поддерживал нас, когда будут неудачи. Ну, конечно, мы должны поддерживать нашу культуру, наши национальные праздники. Даже те футболисты, которые приехали из других стран, они должны знать, значит, что мы любим, наши ценности. И поэтому вот Сабантуй, да, наш национальный татарский праздник, значит, с чем он связан. Или, допустим, День Победы, насколько это важно для нашего российского народа. И поэтому для нас это тоже участие, не формальность, а это искреннее желание, что показать, что мы, футболисты, вместе со всеми поддерживаем те ценности, которые у нас есть в стране. Для нас это очень важно. Вы уже более 3 лет являетесь руководителем клуба. Что было самым сложным, что для себя открыли нового в этой роли? Ну и, конечно же, как оцените этот период? Ну да, легких периодов в футболе не бывает. Могу сказать, что каждый период, он сложный по-своему. И каждый проект, каждое решение для нас это новый вызов, который мы должны стараться как можно успешнее преодолевать. Ну и, наверное, самый сложный период был, когда мы вылетели в первую лигу, значит, понесли достаточно серьезные имиджевые потери. Тяжелая была финансовая ситуация, но вот благодаря поддержке Рустама Нургалиевича Миниханова, Раисы нашей республики, благодаря слаженной работе всей команды, футбольной команды «Рубин», административного штаба, спортивного блока, мы стабилизировали ситуацию. Сегодня клуб играет в премьер-лиге, играет достаточно успешно. Мы развиваем новый проект «Центр развития футбола», который позволит нам
готовить серьезных профессиональных футболистов. Ну и, пользуясь возможностью, хочу сказать большое спасибо болельщикам. В любом случае, они нас всегда поддерживали. И вот, как вы говорите, даже в сложные времена мы всегда чувствовали, что они с нами. И за это им большое спасибо. Ну и вам, руководству ТНВ, то, что вы тоже с нами, что вы освещаете футбол, что вы болеете за Рубин. Большое спасибо. Вернемся на игровое поле и ознакомимся со свежими новостями клуба. Начнем с календаря и настроимся на победные игры. Уже в эти выходные после сегодняшней выездной игры с московским «Динамо» мы встретимся с ЦСКА на домашней арене. А майские праздники порадуют нас игрой с «Балтикой». Верим в победу нашей команды. В прошлое воскресенье футбольный клуб сделал подарок своим болельщикам и открыл фан-шоп на Университетской. Теперь закупаться мерчем стало еще проще. Не менее важная информация для фанатов. При желании поддержать клуб на выездных играх «Рубин» организует автобусные туры в другие города, где за один день вы сможете одним глазком увидеть другие регионы, а уже полную концентрацию нужно будет сохранить для игры и всеми силами поддерживать любимую команду. И самое главное напоминание для фанатов. Карту болельщика можно без проблем сделать прямо на территории Ак-Барс-арены. А о концертах звезд на домашних матчах и других событиях можно узнать в соцсетях клуба. Я вас уверяю, там есть на что посмотреть. От себя лично хочется поздравить клуб с праздником. 68 лет – это еще не юбилей, но и до него осталось всего 2 года. А мы будем и дальше следить и освещать новости клуба. Увидимся через 2 недели здесь же. В студии был Искандер Гималдинов. До встречи на Рубин-арене.